Следующий наш гость планировал стать архитектором. В школьные годы создал музыкальный ансамбль, с которым выступал в колхозах. Его имя носит одна из улиц в Черкесске, а в школе, в котором учился, создан музей его имени. Наш герой очень любит фотографировать и во все свои поездки берет с собой фотоаппарат. Так что в Москве даже проходила его персональная фотовыставка. Но, конечно, больше он прославился не как фотограф, а как один из самых крутых в России музыкальных продюсеров. Мы приглашаем к микрофону Барри Каримовича Алибасова. Барри Каримович Алибасов, музыкант, композитор, продюсер, родился в Казахской ССР. В 1966 году вместе со своим однокурсником организовал музыкальную группу «Интеграл». В 1989 Алибасов создал поп-группу «Нана», бессменным руководителем которой является и сегодня. Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Татарстан. Под руководством Барри Алибасова группа «Нана» 12 раз становилась лауреатом национальной музыкальной премии «Овация». Даже не ожидал, думал, хоть сегодня без Фаины обойдется. Ну, поскольку мне сказали, что надо вас поучать, как правильно выстроить свою жизнь, свою судьбу, говорят, что в зале молодежь, я подумал, чему бы вас научить такому, чтобы вам пригодилось всю жизнь. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что сегодня много раз прозвучало, о том, что место, где мы родились, называется Малая Родина. Мне кажется, с ощущением того, что это самое великое место во Вселенной, то место, где вы появились на свет, где вы узнали, что такое мама, папа, мир, земля и Вселенная, это место самое великое в жизни каждого человека. Знаете, честно говоря, не всегда приятно, когда называют это место, где я родился, Малой Родиной. Каким бы оно маленьким ни было, но это величайшее во Вселенной место для каждого из нас, то место, где он родился. Я так думаю. Ну, собственно говоря, долго поучать вас не буду. Я думаю, что каждого из вас жизнь научит. Да еще как. Тем более, что современная жизнь такая, не жалеет никого. Надо будет выбираться, поэтому так или иначе чему-то научитесь. Но есть одно правило, которому я следую всю жизнь. Я всегда удивляюсь, почему меня везде узнают. Вроде не пою, не танцую. Ну, когда-то было, но это уже все в прошлом. Мне кажется, довольно все просто объясняется. Нужно быть самим собой. Вот мы долгое время продвигались на американский рынок, и продюсеры американские учили группу «Нана» простому правилу. Нельзя дважды произвести первое впечатление. Поэтому очень важно в жизни вы производить первое впечатление будете постоянно, потому что все, что нас окружает, все, что мы делаем, это всегда наши первые шаги, потому что всю жизнь мы учимся до самой смерти, потому что умираем тоже первый раз в жизни. И я абсолютно убежден в справедливости этого правила. Нельзя дважды произвести первое впечатление. Поэтому, появляясь где бы то ни было, будьте органичны, естественны, не бойтесь, и у вас получится. Спасибо. Спасибо вам. 2017 год стал для Барри Каримовича юбилейным, ему исполнилось 70 лет. Поздравляю! Нет, давай, все-таки умудренный опытом. Давайте я вам отвечу. Хорошего агента найти невозможно, потому что нельзя найти сейчас даже плохого агента. Этому у нас не обучают. У нас, к сожалению, нет основы
для этой профессии в стране. Я думаю, что это профессия, которая широко распространена сейчас в мире не только для развития экономики, но и для развития науки, и для развития, естественно, культуры. К сожалению, агентов, профессиональных агентов, очень мало в стране. В стране их практически нет. У меня та же самая проблема, как у вас. Если вы ее решите, позвоните мне. Спасибо большое. Это дорого для вас или для нее? Это еще надо посмотреть, для кого будет дорого стоить. Спасибо за вопросы. С учетом зрелого возраста или там Мария Алибасова, это дорого обойдется. Очень симпатичная девушка. Не торопись.